Вы планируете свадьбу, но помимо стандартных фото и видео хотите что-то необычное? Тогда закажите видео в нашем формате для жениха и невесты. Покажите его на свадьбе, и эффект вау вам обеспечен. Проверено многими парами. Пишите в директ прямо сейчас, потом будет что детям показать. Бро, смешно. Читай все самое интересное о Якутии на News Якутска. Кто начинает? Ну, давай ты. Опять я. Давай. Всем привет, я Аина, мне 27, Рая моя подруга. Привет всем, меня зовут Рая, мне 28 лет, и я подруга Аины. Ну, я волнуюсь, как бы. Сколько вы дружите вместе? С 2010-го. Больше 10 лет. Как познакомились? В лагере в океане в городе Владивосток. Там же есть зимняя школа. В одном классе встретились. Она якутки, я якутки, все, ну, как бы из других областей, там, и мы с ней, как бы, начали общаться, я начала у нее списывать, и во время урока мы с ней общались. Мы расставались, в 10 году, в 10 классе встретились, потом в 11 классе в друзьях были ВКонтакте, да? Ты же меня на КВН еще звала. Типа, это вот, какой? мы приедем в Якутск, приглашаем на КВН. А ты пришла? Наверное, нет, я что-то не помню, ты что-то не пришла. Нет. Ну, это был тот год, очень хороший был на КВН, между прочим. Не знаю. Потом мы встретились на каком курсе? На втором? И на первом же? Почему на первом? На втором? первом. Такая еще стрессовая, молодец, жестко. Я что ли? Ну да. Она, человек очень скрытный, как будто, да? Она внутри, как будто сидят несколько человек там. Испанец по-любому есть такой страстный. Креативный там минимум там Илон Маск сидит, еще там Коко Шинель сидит. Дохуя там человек? Спасибо. Давай косарь на счет. Только косарь, что ли? А сколько, 5000, что ли? Нет, хочешь? давай хотя бы 2. Да. Проигравший дает 2000 рублей выигравшему. Я буду биться до конца, если что. Ну, Рая очень любознательная, я думаю, она... Че, не надо меня хвалить сразу. А ты же меня Илоном Маском назвала, как бы, да? Ну, как уж это. давай. Начни лето с юмора! 2 июня большой стендап-концерт в рестобаре «Крыша». Специальный гость, резидент стендапа на телеканале ТНТ Тимур Джанкезов. Справки по телефону 8 924 766 0106. Приходи, будет весело. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. О себе, любимые. До шоу гости ответили на вопросы, на которые мы уже знаем ответы. Знает ли ответ человек напротив? Что я хочу сделать больше всего, но у меня нет возможности? Наверное, переехать из страны. Аина уже давно бегала, говорит на английском, и я знаю, что у нее есть мечта пожить в другой стране. А я уже пожила же. Может, из-за прошлого, типа? У тебя там в детстве что-то не было, да? Нет, не было возможности кушать вкусно или как? Что ты жили, что ли? Нет. Это было относительно недавно, что я аж работу поменяла. Блин, я плохая подруга, да, если не отвечу на этот вопрос. Выходные что были или как? А? Нет. Деньги побольше? Ну для чего? Чтобы снимать квартиру. Скорее всего, вопрос политического характера. Ладно, шучу. Опыт, я могу про это сказать. После учебы я с родителями, у меня не было возможности оттуда съехать с родительского дома. До поры до времени, пока я не сменила работу и не начала хорошо зарабатывать. Кстати, я забыла, что на деньги играем. Блин. Как бы я ответила на комплимент: ты сегодня замечательно выглядишь, от человека, который меня бесит? Ты бы по-любому сказала или так. Ну, по-любому ты не будешь показывать, насколько он тебя бесит. Ты просто как-то, уважительно ответишь ему, спасибо. Ха-ха. Вот. Спасибо. И внутри себя что я подумала бы? Бич. Ну, на английском. Если бесит, я бы, наверное, не хотела с ним дальше продолжать разговор. Ну, и сказала бы, спасибо, и все. И внутри себя буду, сучка. Нормально? Давай. Сучка деметами. Часто ли мне говорили фразу «не пора ли тебе рожать»?
Мне кажется, нет, потому что Аина самый маленький ребенок в семье, и у нее достаточно как бы внуков, ну, как бы у твоих родителей. Ну, парень-то появился относительно недавно, поэтому я не думаю, что тебе часто говорили. У тебя 0. К счастью, никто, по-моему, не говорил, я вот даже не припоминаю. Из-за того, что меня окружают какие-то тактичные люди, или я своим видом показываю, что нельзя задавать нетактичные вопросы. Так, вопросик, давайся. Мой максимальный и минимальный размер груди. Но если убрать живот, он достаточно... Какой, блядь, живот? Ну так-то я смотрю, как будто нормально, да? А если убрать живот, то вообще там буфера получается. Ну, значит, что у меня сейчас? Ну не 5-й размер, какой там 4-й, предпоследний. Ну 3-й, 4-й. Я думаю, 4-й. А ты же еще... А минимальный размер груди? Минимальный? Когда было, скажи, давай. До родов по-любому. Пусть. Минимальный? Минимальный, прям минимальный. У каждого человека это было? Я, честно, не знаю. Могу обхват, но чашку не знаю. Короче, я без гальтера уже в начальном классе носила. Минимально, наверное, в началке было и максимальный, наверное, сейчас. Ну, предпоследний размер, можно сказать. Потому что, когда я прихожу на магазин белья, я им говорю, ну, покажите мне самый большой размер. Если там он мне подходит, я перемеряю. А если оно мне не подходит, тогда, значит, в магазине моего уровня. И сразу ухожу. Минимальный у меня в начале было. Наверное, с размером, как якутская лепешка сандалы. Какое качество моего жениха мне не нравится? А, ты по-любому не ответишь. Не отвечу? Прям бесит, да? Да не бесит, просто раздражает. иногда. Раздражает. Это то, что он не убирает свою комнату? Нет, мне вообще как-то... это- Да? Тогда, блин, раскрыла тайну, да? Чавкает, может быть? Нет. А ты не говори нет, ты же мне даешь победу тогда. Тогда, если не чавкает, то, может, пукает. Ну все пукают как бы. Опять? Это ты должна мне говорить. Это твой окончательный вопрос. Если не пукает, не чавкает. Может, носки вонючие? Это твой окончательный ответ? Может, этот ковыряется в носу при людях? Так выбери что-то одно. Или долго не моется? Так выбери что-то одно, что ты на меня смотришь? Но он чистенький, красивенький, джентльмен. Даже он не приснился. Короче, он... Приснился? Да, я же тебе говорила. Когда? Прям джентльмен был, а ты мне да, говоришь, да, что да. он прям и такой. Да. Поэтому такое я не есть. думаю, что он ковыряется. Раздражает, может, из-за личной границы, может быть, или копается в твоих вещах. Нет, Ну, это конечно. тоже личные вещи. В туалете после себя не смывает. Нет, там вообще радугой пахнет. Опять нет, говоришь? Может, он раздражает, когда он, наверное, тебя торопит, может? Это мой ответ. Торопит. Бывает такое, то, что он под утро засыпает и просыпается после обеда к вечеру. Вот меня это сильно раздражает. Но он смотрит YouTube до утра, какие-нибудь бои UFC. Он засыпает под утро и просыпается к вечеру. Ну, потому что у него работа сутками. Ну, хорошо. Ну, я его понимаю. Из-за чего была наша первая ссора с Аиной, с тобой? А мы и не ругались ни разу, по-моему. Ну. Я на нее только обижалась, и все как бы. Я ей подарила, подарила билет на день рождения в Москву. И она потом это продала. Билет сдала обратно, получила деньги. Потом эти деньги она дала кому-то в долг. И потом по итогу она вообще простила, по-моему. Как на это можно не обижаться, как бы, скажи мне, пожалуйста. Ну, подарок друга пошел в долг другу, который не пришел обратно. В принципе, с ней вообще не ссоримся. Ну, если недомолвки есть, мы как бы сразу вижу, проблему отрабатываем, да. Она мне может сказать, типа, соблюдай личную границу, да. Я могу личные границы как бы нарушать, да. Из-за этого она может на меня что-то обидеться. Нет, а какой вопрос был? Ой, из-за чего была наша первая ссора с Аиной? Его не было, в принципе. Ну вот. Они сказали мне какой-то ответ выдать, и я выдала это. Ну, сказала бы, мы не ссоримся, как бы. Да? Тогда бы ответа бы... Чаю, извини. Все, давай. Самая пошлая вещь, которую я делала. Ничего себе. Ну, сейчас она помолвлена, и, наверное, сейчас у них такой брачный период. Они могут вытворять все, что угодно. Но я думаю, что Алина
Извини. Аина такая креативная, поэтому она и рассудительная, рациональная, такая вдумчивая, поэтому она, я думаю, она бы сразу не выдала бы все секреты женщины. Что-то легкое, короче. Не как как подобает нормальной женщине. Потому что, может, фотки интимные, может, стриптиз. Я очень скромная на самом-то деле. Ну, я не говорю, что ты скром, поэтому я говорю фото, стриптиз, а ты уже что-то где-то уже находишь. Фото-стриптиз. Это Я жестко, скромная, это да. жестко, да? А? Это жестко, да, стриптиз Индия. Go-go dance, что ли? То кадр бетаган было, да, номер. Нет, конечно. Наверное, импровизация им было. Может, тогда танец? Это что, интимного характера, что ли, или как? Может, я как-то слишком эмоционально себя вела и, возможно, танцевала очень активно. Можно это причислить к пошлости? Возможно, это даже не пошлый танец. Просто я очень активно танцевала, после которого мне было стыдно. Возможно, я была в центре внимания, а возможно, людям так и не показалось. Нет, просто мне было как-то стыдно, слишком активно себя вела. Я просто танцевала, после которого мне было стыдно, но это не go-go dance. Ага. Ча-ча, поверь. Из-за какого ребенка токсикоз был сильнее? Возможно, когда Роберта рожала. Это твой окончательный ответ? Ну, первая беременность, она же, она же первая, поэтому все симптомы, наверное, уже проявлялись. Это твой окончательный ответ? Роберт? Да. Точно? Ну да. Так, у меня вообще токсикоза не было. 2 беременности, 2 рода, и у меня токсикоза не было. Ну, я же все подряд ела. По-любому, если бы у меня токсикоз Я был бы... отсутствовала, когда ты была беременна. Ну, ты в другой стране была, да. Сколько у меня было парней? Изи-бризи. 2. Получается, до жениха или включая жениха? До жениха только 1. Правильный ответ. Ну, это правильно, включая жениха, да? Включая жениха. 2. Сколько раз я хотела развестись с мужем? Прям, чтобы был большой скандал, и вы так сидели и обсуждали, разводиться или нет? Ну, подумай, какие мы люди. Эмоциональные, неэмоциональные. Можем ли мы такие словечки? Я думаю, что нет. Ни разу не было ни одного повода развестись. Все конфликты, наверное, сразу решались. Садились за стол. Твой переговоров. окончательный ответ? Да. Ну, наверное, у всех пар, когда вот ссора бывает, как бы словесная, да, могут выскакивать такие слова. Как женат уже скоро 5 лет, ну, в принципе, да, много раз было. Ну, тогда, если квартал 1 раз так по-жесткому ссорится, 1 раз в квартал, то в год 4, если 5, то 20 раз. 20 штук, да? За 5 лет? Ну, в среднем ежеквартально ссоры такие бывают, но в принципе. Значит, ты мне не Умножить. все рассказывала, получается. Зачем тебе мелкие Можно я ссоры? веду? Да. Может, зачем тебе мелкие ссоры рассказывать? Ну, Типа Богдан сегодня ты же не говоришь, помыл ты посуду, из-за этого Ты мы... прям из-за этого ты хочешь развестись, так что ли? Мы можем так поссориться и можем такие слова по-любому говорить. Говорят, что человек, который часто говорит, что я уйду, и он по-любому не уйдет. Наверное, поэтому и говорим. Да. Да. Детектор лжи. Если участник не отвечает на вопрос или отвечает неправильно, то получает удар током. Пока вот там, тогда сначала ты меня, да? Могу, да. Так, подожди. 1, 2, 3, иди. 1, 2, 3. Что? Да? Да как будто меня там жарит сковородка. Да? Жестко болит, Айка. Да? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ча. Ой-ой-ой, пожалей меня. 1. Ой, нахер кыры. Да? 2. Ой, мамочки! 3. Так, ну сейчас, подожди. Да ну. Сейчас отойдет. Подсказывать будешь? Так, представь, я корова. То траву какого улуса я бы кушала? Мегина Кангаласского. Это твой правильный ответ? Ну, как Ну, ты же оттуда, по-любому, Точно? что-то родное бы попробовал. А какие еще могут быть варианты? Ну, может, черепчинское, потому что масло вкусное, говорят. Масло? Или мясо оттуда вкуснейшее. А что, как будто у других не то, что ли? Ну, не знаю, рекламируют же так. Ну, мне кажется, она бы ответила Мегина Кангаласской, потому что она там родилась. И И я ничего роднее не хочет попробовать. сама говорю, да? Ой-ой-ой, ой-ой. Это Подожди. Это самый... Подожди. Это был самый
Точно. Что? Нет, что ли? Нетрудный вопрос. Ответила правильно. Спасибо. Спасибо. А так даже вот так делать, он толкается девушка. У меня тут прям кость же. А, у меня тоже там кость, между прочим. Ну, там сколько слоев этого? Представь, я рыба. В какой реке я бы метала икру? В Амгинской реке Амга. Да? Да, правильно? Не знаю. Ну, я Ты думаю, уверена в своем Да, ответе? да, уверена, потому что она по-любому сказала бы Амга. Потому что она оттуда. А, ты же тоже хатасская, может, Лена река? А я не знаю. Ну, по-любому Амгинская. Хоть я и родилась в Амге, но я же там не выросла. Я Ты- даже себя не помню, как я там жила. Ты тогда река Лена Детина. Да? Да ну. Точно? Ну, конечно. Че я буду специально, что ли? Кадик, что ли? Да. Так-то. Батында. Раз, два, три демона хотя бы. Вторая. 3. Я тебе сочувствую. Кадик Лена река Детина. Ну да. Мен Лена река Детина. Ой, как. Какой знак зодиака я обойду стороной? Обойдешь. А, знак зодиака это же собака, не буду отдаться. Зодиак Обойдешь. обойду. По крайней мере, таких знаков зодиака у меня в числе друзей нет. У меня друзья почти все рыбы. Не стрелец, Уже не 20 рыбы, по-любому не овны. Ага, он супер. Мне кажется, девы, знаешь, такие капризные бывают. Может, какую-то подсказку дашь? Это морской. Мужской знак? А кто там есть? Водолей? Типа... А он морской, да? А он не морской же, блин. Не морской ведь. Скорпион! Это скорпиончик. Они много кому не нравятся. Подожди, ты что собираешься? А, нет. Подожди. Да, скорпион. Правильный ответ. Пам-пам-пам. Рассказала? Сколько лет было моей маме в день моего рождения? Капец. По-любому ударишь. Конкретно надо цифру, да, сказать? Да. Капец. Ну, сколько лет моей маме? 50 исполнилось точно. 55 исполнилось точно. Ага. И... блинчики морозка. Тогда тебе же 27, если маме 55. По-любому 28. Нет. Ну да. 28. Да? Даю 29. Ты уверена? Да, уверена. На все 100%? На все 100%. А сестре сколько? Сестре. Тогда 32. Бедра тайм. 34. 2 года. Ну, мама не дорогом, зато. Ой, жестко легкий вопрос. Какая у нас с мужем разница в возрасте? Ты знаешь. Так, для точности. 5 лет? 5 лет, по-моему. Когда вы только познакомились, ему было лет 17. А тебе исполнилось 22. Положи. Он тебе не пригодится. Тогда какой ответ? Ну, 5 лет у вас разница. Точно? Нет, не нажимай! Тебе все. Не пугай меня, просто скажи нормально. А? 4 года. Да? Да. Моя рука бедная. Кто из президентов Якутии мне нравится больше всего? Президентов у нас было 4. Наверное, судя по тому, что ты историк, наверное, тебе нравятся люди из прошлых лет. Наверное, Николаев Михаил Ефимович. Почему? Ну, он много сделал. А все остальные нет? Но они тоже много делали. Не знаю, как правильно сказать. Может, у него хорошая пиар-компания была. Отголоски сейчас очень хорошие же у него. И он же нам дарил этот рюкзак с медалью. Помнишь? Ну. И он у меня потом сгорел. Ну и твой окончательный ответ? Я думаю, что это Михаил Ефимович Николаев, потому что он был первым президентом, и он много чего сделал для республики, вклад в здравоохранение, в образование. Ну, по-любому Николаев Михаил Ефимович. Стопудово. Да, подожди. Батар, Батырбухана. Это правильный ответ. Конкретно трудный вопрос, если Да? что, да. Кто самый некрасивый якутский актер? А я их даже не знаю толком. Некрасивый, в смысле урод? А, Или роль плохая? Да, у да, него? да, да.
Плохая роль у него была? А Да. какие вообще якутские фильмы есть? Кескил? Это самый там добрый же- же фильм. Нет, там же есть такой неприятный человек. Шандор? Вот. Нет, он же такой, ну, не Значит, такой не уж он, да? страшный. так, значит. Драма. Да. Типа- И они сказали, что это из реальной жизни. Ой, я по-любому тогда не смотрела. По-любому не смотри. Ты этот по-любому не смотрел. Поэтому Ой-ой-ой, подожди, ну дай. он в каком-то году был главным героем «Дети Азии». Ну, по-любому так нет. Короче, готовься. Ой, я не под... А я подсказку сделаю, давай. Давай. Потом меня будешь любить еще сильнее, наверное. Вот так была там афиша. Такая черная, и там парень стоит, и в алой рубашке он надо. Что-то было вот так. Такой был вообще страшный. Ты по-любому не знаю. Не знаю, не знаю. Че, давай ответь. Нет, подожди. Че, извини. По-быстрому. Быстро же я сделала. Спиридон. На какой позиции ты в моем жизненном топе? Я по-любому в десятке. Джа, у тебя же племянники где? Мама, папа, жених, 3 племянников, брат, сестра, невестка. Может, 10-я, что ли? Может, 10-я? Блин, точно Аксарай не имеет. Не знаю, если правильно ответишь. Ну, подсказку сделай. Я в десятке. Я же тебе много подсказок делала. По-любому нет, да? В десятке, да. Тогда я 10-я. 10-я по-любому. Чем мой окончательный ответ? 10-ка. 10-я? Да, давление Тахарина. Давай. Жестко долго хаятный дядька. Ай-ой-ка. Все уже, все позади. В Айка. каком месте ты стоишь? На 4-м. Блин. Ага, правильно. Want hands by the case, Lord. Get the millions and lay low. Take my what I'm gonna wait for. Put my bros on the payroll. 5 причин твоей любви. Участники назвали 5 пунктов, за что его могут любить. А как считает соперник, сейчас мы и узнаем. Она постоянно говорит про креативность, придумывая всякие нестандартные вещи. Ну, какие-то идеи бывают. Вот, скорее всего, креативность, за доброту. Может быть, а за щедрость. Говорят же такое, то, что у людей несколько языков любви. У меня, как и у нее, проявляется через, подарки. Подарки обычно бывают щедрыми. Может быть, за преданность. У нас дружба без условий. Никто из нас не ищет выгоду в дружбе. Может быть, за спокойный нрав. Ну, я обычно ее успокаиваю, или там она просит у меня советов. Наверное, это плюс. По-любому креативная, стильная, ну, хорошо одевается. Не хорошо, она даже на отлично, со вкусом. Готовить-то я твою стереотипу никогда не кушала, между прочим. Преданная. Преданная, верная, это одно и то же, да? Ты же очень скромный человек, наверное, ты себя не восхвалял, как я. Стильная, креативная, верная, преданная. Че веселая не могу сказать. Че умная. Че это главное, умная. И добрая. Добрая. Она думает, что я очень верный человек, верный друг. Она думает, что я харизматичный человек. Может сказать, что я талантливая. Ну, красивая не сказала бы. Талантливая. Добрая, но я не добрая. Вкусно готовит. И может хранительница очага. Ну что, вообще куча всего же. Ну, у тебя самый главный. Ты прям так ждешь ответов-то? Да. Я тебя люблю за доброту. Дружелюбная, что ли? Ну да, она достаточно дружелюбная. Достаточно. Принципиальная, можно сказать. Надежная. Ты разочарована, что ли, в моих ответах? Какая я? Харизматичная. Да. Ну, харизматичная и смешная, получается. Добрая, харизматичная, любознательная, надежная, дружелюбная. В итоге со счетом 8-5 побеждает Рая Райс. Отправишь. Ладно. В целом мне понравилось. Я узнала, какие у нас с Раей пробелы в отношениях. Есть какие-то недосказанности, получается. Я то, что хочу, я всегда у тебя спрашиваю. Типа я тобой не интересуюсь, что ли, хочешь Ну, сказать? наверное, ты не спрашивала, потому что ты соблюдала, наверное, личные границы. Ну, если ты сама не рассказываешь, я, конечно, не буду вторгаться. Ну, если бы спросила, я бы сказала. Аж сказала бы. У меня были жесткие
конкретные ощущения от шокера. Я не думала, что он конкретно так сильно, очень сильно болит. Тебя байбалагын хачты кыжан биттүбүт лох кэдэспитим ай маямшта була она бүгүн тон байбалай корачыларын бараларын бэбер то канал бытыгар инстаграмты канал пока канал бытсоог инстаграмга токсонунга бардын катэхабин бихис топутын керен көрүн лайктан комменттан көрүн чугеддик уна каныгыл жисты катэхаргетин еген каян всех нас поддержите, короче беха поддержка надо. Всем спасибо. Okay.